также позволяет и в прямом эфире. Руководители СМИ из Чечни и Луганской Народной Республики первыми увидели новую виртуальную студию ТНВ. Так, благодаря современным технологиям, ведущие смогут оказаться в самых диковинных местах планеты. В студии будут появляться и громадные герои репортажей. Все возможности виртуальной визуализации уже скоро оценят зрители ТНВ. Сейчас начнется проработка моделей. Это позволит нам отказаться полностью от картонных декораций и перейти на современные технологии формирования визуального изображения, особенно студийных комплексов. То есть в одной маленькой комнате можно сделать гигантский замок, и он будет очень похож на настоящий. Гостям показали, как работают отделы и редакции телеканала, зашли в большую и новостную студию ТНВ. Здесь же пишется информационно-аналитическая программа «Адымнар». Она выходит один раз в неделю по субботам на татарском языке. В июле ТНВ и ГТРК «Грозный» заключили соглашение о сотрудничестве. Как рассказали, на чеченском телеканале постоянно выходят новые рубрики. В ближайших планах создания цикла репортажей о жизни татар Чечни. Например, прошлый год был объявлен годом чеченского языка. Нынешний год – это год истории. И под каждое такое направление мы вводим новые рубрики. Но в связи с тем, что у нас очень актуальна тема специальной военной операции, буквально только в этом году мы сделали специальную студию, такую военную. И мы хотели бы показать жителям и Татарстана, и всей нашей страны о том, как живут татары в Чеченской Республике. А живут они, сохраняя свои обычаи, традиции, культуру. Национальными песнями и танцами гостей встретили на детском татарском телеканале Шаян ТВ. И здесь дети – главные герои всех программ. Сейчас совокупная аудитория более 15 миллионов. Потряс детский канал, потрясающая виртуальная студия. И, конечно, очень тронута теплом встречи. Гости посетили Болгар Радио СЫ. Здесь все эфиры теперь транслируются в интернете в видеоверсии. Одновременно мы можем принять 8 спикеров в нашей студии. Также здесь мы проводим концерты, живые концерты с онлайн-трансляцией. Сейчас в ЛНР у СМИ новый виток развития. Журналисты рассказывают, как идет возвращение к мирной жизни. Свое представительство работает у ТНВ. У Татарстана 2 подшефных города – Лисичанск и Рубежное. Мы сейчас говорим не только о себе. Вот этой малой части Великой России мы говорим обо всей России и о себе в этом составе, в этой огромной части. Это как островок в море, но он принадлежит ему. Взаимодействие, конечно же, с другими регионами у нас постоянно. Вот телевидение наше, Луганск-24, заключило там определенные договоры. Они работают с федералами. Очень много проблем обсудили и поняли, что у нас очень много схожих и задач, очень много схожих технологических решений. Но кто-то в чем-то продвинулся. У нас есть виртуальная студия, у Чингиза Иватовича очень серьезная студия, которая занимается телеграммом, занимается сетями. То есть, вы понимаете, у нас очень близки друг к другу и по духу, с чеченским каналом мы близки по духу, и по тому, что у нас 2 прекрасные республики. Луганское телевидение только недавно начало так развиваться. То есть, у нас огромная возможность обменяться опытом и огромная возможность сообща помогать друг другу расти. Форум национальных СМИ будет идти 2 дня, состоятся пленарные сессии и целая серия тематических семинаров. Журналисты из разных регионов примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики. Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.